Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Собака бывает кусачей. В Якутске произошло очередное нападение стаи бездомных собак. Прибавление в семействе. Мария и Кирилл Помогаевы стали родителями тройни. Традиционные костюмы со всей республики. В столице региона стартовала выставка уникальных работ якутских мастериц. В Якутске произошло очередное нападение стаи собак. На этот раз объектом агрессии животных стал мальчик, который вывел на прогулку двух собачек. Нападение на ребенка произошло в районе ЕГСК. Напомним, с начала года в Якутске зафиксировано 862 случая укусов людей собаками. Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, умертвлять бездомных животных запрещено. Всех уличных собак и кошек должны выловить, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и выпустить в привычную среду обитания. Перейдем к эпид-обстановке в Якутии. За минувшие сутки заболели 100 человек, из них 30 в Якутске. В Нерюнгринском районе 27 случаев заболевания, в Алданском 15, в Сунтарском 9, в Мирнинском 5, в Тампонском 4, в Мегино-Кангаласском и Татинском районах по 3, в Нюрбинском 2, в Верхоянском, Среднеколымском районах по 1 случаю заболевания. Тем временем в Якутии продолжается кампания вакцинации. На сегодня первым компонентом привито почти 73% взрослого населения республики. В Алайховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах привито свыше 90%. Свыше 80% в Абыйском, Жиганском, Ленском и Оленёкском районах. В Якутске привито почти 76% взрослого населения. Между тем, медицинские учреждения и пункты вакцинации будут работать и во время новогодних праздников. Ну а Якутский городской суд приостановил деятельность караоке-бара «География» на 25 суток за допуск посетителей в заведение без проверки QR-кодов и нарушения режима работы. После отмены требований по проверке в торговых центрах QR-кодов продолжается проверка в местах общепита. На прошлой неделе всего проверено 335 объектов, в том числе 72 ночных заведения. Отметим, что в выходные и праздничные дни рейдовые мероприятия проводятся в усиленном режиме. Права и полномочия сотрудников полиции теперь значительно расширены. Глава государства подписал поправки в закон о полиции. Теперь полицейским разрешено проникать в частное жилье и другие помещения в отсутствии собственника. А самая главная новация – появление новой статьи, разрешающей проникать полицейским в автомобиль в отсутствии хозяев. Так, вскрытие жилья, в том числе и со взломом, может произойти, если полицейские знают о нахождении в помещении преступников, нарколаборатории или наркопритона, а также незаконного оружия и взрывного устройства, или если в этот момент совершается преступление. А председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о готовящемся предложении взыскивать во внесудебном порядке с граждан долги по налогам. По его мнению, данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей. Верховным судом подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося предпринимателем. Об этом сообщил Момотов. Данная процедура будет аналогичной, предусмотренной в настоящее время в отношении юридических лиц и предпринимателей. Она предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, а при поступлении которых взыскание может быть возможно только в судебном порядке. Таким образом, если дело очевидное, налоговой не придется обращаться в суд. В Якутске из перинатального центра Республиканской больницы номер 1 выписали семью, у которой родилась тройня. Мария и Кирилл Помогаевы стали родителями 3 девочек. Малыши родились 29 ноября, раньше прогнозируемого срока. До сегодняшнего дня они находились в центре под присмотром врачей. И вот в преддверии Нового года счастливую семью выписали. Отметим, что теперь в семье Помогаевых 5 детей. Ранее они родили 2 девочек. Новорожденные София, Таисия и Раиса стали 3-й тройней, родившейся в республике в этом году. По словам главы новоиспеченной многодетной семьи, они не перестанут ждать рождения мальчика. Пойдем за сыном. Хочу поблагодарить медсестер и врачей. Очень уход внимательный. За каждым ребенком отдельно медсестра следит, смотрит.
помогают все время. А в школах республики создают условия для организации цифровой образовательной среды. По федеральному проекту обновляют материально-техническую базу образовательных учреждений. Всего в проекте участвует 119 школ республики, в Якутске – 45 учреждений. Для того, чтобы дети занимались не только на уроках, но и на дополнительных занятиях в каждой школе, организовали одно многофункциональное устройство и 28 ноутбуков. Например, школа 35 переоборудована на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Оборудованы дополнительные кабинеты и библиотека. По всей школе работает Wi-Fi со скоростью 100 мегабит в секунду. Благодаря федеральному проекту и получению техники, которую мы получили это в виде ноутбуков, многофункционального устройства, у нас есть возможность развиваться дальше. Наши учителя сами разрабатывают курсы по подготовке к экзаменам, различные курсы по внеурочной деятельности. Это позволяет детям не прерывать учебный процесс во время различных ситуаций, когда прерывается процесс по эпидемиологическим каким-то причинам, фактированным дням и так далее. В Якутске стартовала выставка национальных традиционных зимних костюмов саха и народов Севера. На выставке представлено более 50 уникальных работ мастериц объединения «Уран-ИИС» и других приглашенных рукодельниц со всей Якутии. В экспозиции можно увидеть костюмы народов Севера – эвенов, эвенков, долган и юкагиров. Также представлена традиционная одежда саха, убранство для лошадей, ковры, аксессуары и украшения. Эксклюзивность представленных работ заключается в воссоздании традиционного убранства XVIII века. Эскизы костюмов были взяты с археологических раскопок научных экспедиций. Многие мастера при исполнении национальной одежды использовали древнюю традиционную технику шитья и обработку шкур животных. Выставка продлится до 13 января в торгово-выставочном зале «Саха-Булт». Также во время праздничных выходных мастерицы будут проводить авторские мастер-классы для всех желающих. Обмер делали, технологию изучали, да, и потом уже воссоздали. Ювелирные украшения, конечно, мы заказываем именно специально ювелирам, знатным ювелирам, да. И здесь технология выполнена именно по традиционному, потому что вот традиционная якутская технология, она очень уникальна. Здесь швы не должны зрительно видны, да, закрывают и так далее. И использование бисера с металлом вот именно в нашей культуре очень много используется. За время пандемии новогодний отдых в России подорожал в 1,5 раза. Стоимость размещения в отелях на российских курортах в Новый год на рубеже выросла в среднем от 20 до 50% по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказали представители туриндустрии. В отдельных случаях отели подорожали в 2 раза. Цены заметно растут в местах, где и до этого было дорого. Например, на горнолыжных курортах. Традиционно список самых востребованных курортов возглавляет Сочи. Особенно заметно повысилась стоимость размещения в горном кластере Сочи на Красной Поляне. Акция «Елка добра» продолжается. Эстафету подхватил руководитель управления Госстройжилнадзора Республики Павел Аргунов. Напомним, эта благотворительная новогодняя акция проводится в нашей республике с 2015 года. Благодаря проекту ежегодно якутяне исполняют желания воспитанников детских домов и коррекционных школ. Присоединиться к акции может любой желающий. Каждый участник может передать эстафету друзьям и знакомым и, выполнив желание ребенка, выложить публикацию в социальных сетях с хэштегом «Елка добра». Мне вызов бросил министр ЖКХ Емельянов Вячеслав Павлович. И я в ответ на его вызов пришел поучаствовать в акции «Елка добра». Я в ответ свой вызов бросаю министру строительства Колычанову Павлу Павловичу и генеральному директору Государственного казенного учреждения службы государственного заказчика Республики Саха-Якутия Кушкирину Петру Ивановичу. А в Москве завершаются съемки нового фильма режиссера Костаса Марсаана. Многим он известен по картинам «Ичи» и «Мой убийца». Теперь он руководит съемками большого российского проекта со звездами первой величины в главных ролях. О чем будет новая лента и с какими трудностями столкнулся режиссер на площадке? Подробности у Максима Кардозу.
Якутский кинематограф выходит на новый уровень. Ведь режиссера, который до этого снимал на якутском языке и в реалиях нашей республики, пригласили в большое российское кино. Новая картина Костаса Марсана «Детектор» — это проект киностудии Горького. Это история о оперативнице, бывшей сотруднице полиции, которая вот уже ушла с работы, и вот ее прошлое дело вдруг начинает всплывать и затягивает ее в такой полумистический, психологический триллерный круг, из которого, в общем-то, вот вырвется она или нет, это уже надо посмотреть в кино. Для Костаса этот российский проект – настоящий эксперимент. Как говорит режиссер, сначала было непривычно руководить командой из нескольких сотен человек, но в роли рулевого он быстро освоился. Но пока все равно возникают трудности перевода. Тут у меня оказалась проблема вот в чем. Надо все быстро делать, да? Объяснять актерам их задачу, как настроить их на сцену. А так как я до этого работал только с якутскими актерами, я как-то вот где-то в сознании автоматически переходил на якутский язык, да? И такой думаю, стоп, меня же не понимают. А в состоянии в таком нервозном, да, ты не можешь вот быстро по-русски сформулировать, что ты хочешь. На площадке Костас работает с такими звездами российского кино, как Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Гела Месхи. Это все-таки актеры очень высокопрофессиональные. Они могут привнести в эту роль что-то свое и предлагать очень-очень интересные решения сцен. И это по-настоящему такое совместное творчество получается с ними. Сейчас заканчиваются съемки фильма. Дальше монтаж и постпродакшн. Посмотреть картину можно будет через год. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.